На горячую линию главы Коми в период зимних каникул больше всего звонков поступило из Воркуты. Люди жаловались в том числе и на организацию перевозок. Конкретно из ближайших поселков до города и обратно. Якобы после смены перевозчиков нарушилось и расписание. В мэрии на это отреагировали моментально и сообщили: перемены на самом деле есть. Весь первый месяц Заполярье ведется анализ пассажирских перевозок, чтобы по итогам выбрать оптимальное количество рейсов и время их выхода. Наши специалисты уже находятся на маршрутах, точно так же независимо от перевозчиков анализирует пассажиропоток каждое время, то есть время, особенно еще раз акцентирую внимание, это на утро и на вечер, чтобы люди могли уехать на работу и с работы с поселков, сколько людей ездит, переполнен нет автобус или наоборот они полупустые. Поэтому уже есть результаты, даже за первые какие-то 2 дня после праздников уже такие интересные выводы. Параллельно власти ведут опросы населения и в соцсетях. 1 февраля работа должна быть завершена, после чего общественности представят новое улучшенное расписание. Такое, которое в полной мере будет учитывать не только интересы жителей поселков, но и самих перевозчиков. Ранее по этим направлениям в некоторые промежутки времени ходили практически пустые автобусы. При этом компенсация упадающих доходов ложилась на казну. В год свыше 20 миллионов рублей. Теперь, по сути, от пустой траты денег власти уходят, а в сфере перевозок проводят настоящую революцию. Так, на смену стареньким «Газелям» уже пришли новые, комфортабельные автобусы. Это было одно из ключевых условий при проведении декабрьского аукциона среди новых перевозчиков. Знаете, я еду первый раз, но новое всегда хорошо. Поэтому, наверное, хорошо. Второй раз на нем езжу, очень нравится. А что нравится? Нравится, что 2 двери вот таких больших. Нравится, что табло есть. Ну, что он современный. Нравится очень. Я думаю, хорошие, мягкие, комфортные. В салоне все написано. Сразу видно, куда едет, все идет. Бегущая лента вот эта. Мне нравится. Оценили отечественные марки не только пассажиры, но и водители. В салоне тепло, плюс 17 градусов, спасибо климат-контролю. А еще здесь двойные стеклопакеты, как и надо, в условиях севера. Всех устраивает. Во-первых, задняя площадка, можно и коляску поставить, удобно, очень теплые, довольно-таки, освещение хорошее, наружное и внутреннее. Достаточно все немножко продумано насчет осветительных приборов, где даже лампочку поменять. Раньше такого не было. А так-то все работает, все экономичный двигатель. Сам автобус легко определить с помощью системы ГЛОНАСС. Это важно для реагирования в экстренных ситуациях, когда пурга замыкает Воркутинское кольцо. Это сыграет значение для онлайн-контроля скорости машины. Прежние газелисты часто устраивали гонки на дорогах в битве за пассажиров. Безопасность у нас на первом месте. Водители как проинструктированы. Никаких гонок по городу на маршруте. Соблюдение графика движения. То есть дается плюс-минус минута-две, можно переездить где-то, может что-то на светофоре вот такая. Но гонок таких, не дай бог, кто-то попадается, тут уже... То есть видео в автобусе, 5 видеокамер, и ГЛОНАСС. Но и главное, отныне в Воркуте социальные проездные билеты действительно на всех без исключения маршрутах у всех 3 перевозчиков. Отдельно для самой Воркуты и поселков. Ранее воспользоваться льготой воркутинцы могли только у одного определенного транспортного предприятия. Как отмечается, новые к требованиям законодательства отнеслись с пониманием. Любовь Лапина, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.